25 марта на целый час вся Россия погрузилась в сумрак. К масштабной экологической акции «Час земли» присоединилась и Ингушетия. С 20:30 до 21:30 во всех городах республики были отключены иллюминация и архитектурная подсветка зданий администрации и госучреждений. Из Магаса Луиза Нальгиева. На таком уровне мероприятий в столице Ингушетии прошло впервые. Участие принимали не только государственные организации и коммерческие компании, но и жители региона. Акция «Часть земли» стартовала от въездной арки Аланских ворот. Впереди шли сотрудники администрации города в нарядных национальных костюмах с 25 зажженными факелами, означающими важную дату восстановления ингушской государственности. По пути следования жители и гости столицы региона, узнав о цели акции, останавливали машины и присоединялись к шествию. Мы давно слышали, что вот это мероприятие намечается. Просто когда сказали, что вот именно в Магасе, что сегодня, мы решили прийти сами. Нам надо давно уже, пора взяться не на словах за уборку планеты нашей, за лечение нашей планеты, а на деле доказать, что мы действительно за нее болеем, что мы благодарны Всевышнему, что он нам дал такую прекрасную планету. Магас участвовал в акции «Часть земли» впервые. В ее рамках во всем городе на 1 час был отключен свет, в том числе и в резиденции руководителя республики и административных зданиях, расположенных в Карабулаке, Сунджи, Малгобеке, Назране и Сунджинском, Малгобекском, Джайрасском и Назрановском районах и во многих частных домовладениях. Задуматься о экологии, о окружающей среде, то это очень актуально, и я поддерживаю. Нам нужно беречь нашу землю, быть благодарными, и вот эта небольшая акция, она даст стимул людям, пример. «Часть земли» – ежегодное международное событие, которое проводит Всемирный фонд дикой природы. Ровно на час в одно и то же время в городах по всему миру гаснет подсветка самых известных зданий и памятников. В 2016 году в акции приняло участие более 2 миллиардов человек. Основная идея акции – напомнить каждому человеку о возможности его личного участия в защите планеты. Экопросветительские мероприятия в этом году во всей стране прошли масштабно, поскольку этот 2017 в России объявлен годом экологии. В столице нашей Ингушетии к этому вопросу подошли оригинально, с учетом наших национальных традиций. Думаю, она будет отличаться от всех остальных субъектов своей уникальностью. Хоть и символическая акция, но она имеет большое значение в популяризации вопросов охраны окружающей среды и продвижения идеи такой бережного отношения к экологии. Конечным пунктом стартовавшей акции от въездной арки Аланские ворота стала площадь Алании перед башней Согласия. Здесь состоялся масштабный флешмоб, где участники акции с факелами в руках выстроились в цифру 25, таким образом подчеркнув, что акция приурочена еще и к юбилею Республики Ингушетия. Луиза Нальгиева, Исмаил Сагов, Дэни Тимурзиев. Вести Ингушетия.